Инвестиционный климат или почему до сих пор Абхазия не стала привлекательной для инвестиций страной? Нам нужны инвестиции, нам не развиваться без инвестиций. Сколько раз за все послевоенные годы мы слышали эти слова из разных уст. Говорят, вода камень точит. Посмотрим. Для привлечения в страну иностранного капитала, как говорят специалисты, необходимо создание благоприятного инвестиционного климата. Это аксиома. Но удастся ли нам эту аксиому сделать реальностью? Вопрос не риторический. Начну с главного. Каков инвестиционный климат в Абхазии, в стране, которая должна вырваться из экономического застоя, экономической несостоятельности? Наши гости. Узган Кристина, вице-премьер, министр экономики. Айба Батал, председатель парламентского комитета. Шаты Пахатуна, доцент кафедры национальной экономики АГУ. Викискери Георгий, начальник управления исследований информации и статистики Национального банка Республики Абхазия. Мне хотелось бы услышать ваши оценки, по-другому это можно назвать ситуационным анализом. Попробуем оценить ситуацию, которую мы имеем в связи с инвестиционным климатом в Абхазии. Ну, начнем, наверное, с министра. Да, спасибо, Ирина Шотна, за предоставленную возможность обсудить такую важную тему. И вы совершенно верно отметили то, что очень много говорится об этом, и очень красиво бывает. Мы озвучиваем те или иные возможные реформы в этом направлении. Но, к сожалению, если сделать небольшой экскурс в историю, у нас, к сожалению, на сегодняшний день особо ситуация не изменилась. И несмотря на то, что есть ряд нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность, есть соглашения соответствующие. Но, тем не менее, сказать бизнес-климат в Абхазии, что является привлекательным, конечно, нам сегодня сказать будет сложно, потому что есть очень много вопросов нерешенных, к сожалению, и об этом говорят фактические показатели инвестиций в республику, те инвестиционные проекты, которые должны были быть реализованы и не реализованы по ряду обстоятельств, ну и многое другое. Поэтому постараюсь быть немногословной, но тем не менее небольшую оценку текущему состоянию бизнес-климата, так называемую оценку качества бизнес-климата, я думаю, что я, как министр экономики страны, конечно, должна дать. Ну, конечно, начнем мы с базовых вещей. Это нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности и, безусловно, факторы, определяющие бизнес-условия, соответственно, и проблемные зоны, которые у нас имеются. Ну, законодательство, регулирующее правовые нормы, на сегодняшний день в Республике Абхазия присутствует. Это базовый закон об инвестиционной деятельности. Он был принят в 2014 году. Безусловно, как и любой закон, он определяет основы, правовые основы соответствующей деятельности. Речь идет об инвестиционной деятельности на территории Республики Абхазия, ну и устанавливает определенные гарантии. Вы можете напомнить, когда этот закон был принят, чтобы наши зрители знали? В 2014 году закон был принят. Соответственно, в рамках этого закона было принято несколько нормативно-правовых актов, регулирующих частично. Насколько мне помнится, еще в президентстве Анкваба, по-моему, этот закон был принят. 2014 год он такой сложный, поэтому вообще желательно уточнить. Нет, он был принят 14 мая 2014 года. Спасибо. Соответственно, с момента принятия закона были приняты ряд нормативных актов, определяющих правила и условия. Однако это не полный пакет нормативных актов, который позволяет закону, соответственно, работать в полном объеме. Основным принципом законодательства об инвестиционной деятельности, которое было сформировано в этот период, это наличие возможного предоставления государством преференций инвесторам при реализации инвестиционных проектов в Республике Абхазия. При этом надо понимать, что мы должны, безусловно, отмечать необходимость предоставления равноправных условий инвесторам, неважно какой формы собственности эти инвестиции, соответственно, их происхождение, это иностранные инвестиции или, соответственно, получается, инвестиции вы здесь. одинаково думаете с некоторыми экономистами, которые достаточно, скажем, критически настроены к оценкам
или к оценке ситуации по экономике, там, инвестициям и так далее в Абхазии. Я вас перебиваю, но извините, но у нас Да, просто да, и да, формат да, такой. да, да. Я вот буквально сегодня читала, что в стенах Академии наук проходит научно-практический семинар по экономике. Все вот участники семинара говорят о том, что в принципе, равные условия должны быть у инвесторов и местных, и иностранных. Вот это прозвучало как одна из главных мыслей. А знаете как, вот в развитии этого что можно сказать, да, понятие равное определяет определенный подход к этому вопросу, но могут быть неравные возможности, и в этом смысле мы должны учитывать именно механизмы, которые предоставляют соответствующие правила и условия для тех или иных инвесторов. Мы, конечно, считаем, что инвестиции, неважно происхождение это иностранные инвестиции или инвестиции, соответственно, бизнесменов, которые могут инвестировать здесь за счет собственных средств, для них должны быть, соответственно, такие же условия. И в этом смысле любая инвестиция для страны, она, безусловно, имеет значение. Неважно, это инвестиция иностранная или это инвестиция из Это вы внутренних считаете, источников. как министр экономики, как чиновник, скажите, а вот в законе как? Преференции все-таки для иностранных инвесторов или и для тех, и для других? Инвесторы, Как в законе? в принципе, Да. законодательство предоставляет преференции в данном случае конкретно и иностранным инвесторам, и, соответственно, инвесторам, имеющим средства здесь, внутри республики. Но, к сожалению, вот я почему начала с того, что полноценно закон не работает. Потому что статистика нам говорит о том, что, к сожалению, этими льготами особо не воспользовались с момента принятия закона. Я думаю, тут коллеги тоже дадут оценку и, возможно, согласятся со мной в этом вопросе. Я просто приведу некоторые цифры. Закон был принят в 2014 году, а он предусматривал, как мы сказали, предоставление преференций. Соответственно, Министерство экономики, как уполномоченный орган, отвечающий за это направление, формирует у себя реестр преференциальных инвестиционных проектов, в рамках которого предоставляются льготы по налогообложению. Соответственно, за весь период с 2014 года по текущее время в реестр было включено всего 7 преференциальных проектов. Ну, вы подтверждаете, что с инвестициями у нас плохо, значит, таким образом, начиная с 2014 года? Ну, получается, да. Приведу несколько цифр, да, не буду да, сейчас хорошо, обременять вас и тех, кто нас слушает, цифрами, но тем не менее должна сказать. Вот берем, к примеру, данные статистики, да. Значит, у нас есть определенный раздел, который дает информацию об инвестициях. Понятно, что есть проблемы, в том числе и со статистикой тоже. Мы в этом вопросе сейчас тоже предметно работаем, и я об этом скажу чуть позже. Но вот, например, у нас по разделу инвестиции, да, в основной капитал, у нас стоят объемы инвестиций с 2015 года. Да. В среднем в 2015 году общая сумма составляла 6 миллиардов, там она спустилась до 3,5-4 миллиардов последние, значит, соответственно, 2 года, 19 и 20. Но, как вы все знаете, значит, инвестиции, в данном случае собственные и привлеченные, считаются в общем объеме, но при этом подразделяются на эти две группы. Так вот, мы должны констатировать тот факт, что в этих показателях присутствует российская финансовая помощь. И, безусловно, она формирует основной объем инвестиций, которые отражены в статистике как инвестиции, пришедшие в Республику Абхазия. И, безусловно, речь идет об инвестициях, которые российской финансовой помощи, которые были направлены в Республику Абхазия в целях социально-экономического развития. И, как вы знаете, значит, эти инвестиции были, соответственно, направлены на мероприятия, предусмотренные конкретными инвестиционными программами в разный период. Это не Речь бизнес, идет это о не... школах, Ну, да, о детских садах, о системе водоснабжения, водоотведения, дорогах, энергетике. То есть это государственная помощь, которая совершенно пришла, верно. но не в бизнес Совершенно она пришла. верно. То есть, если брать удельный вес этих инвестиций в общем объеме и структуре инвестиций, то это порядка 60%, 70%, 50% в разные периоды. Соответственно, сокращение объемов финансовой помощи по линии именно финансирования инвестиционных программ приводит к снижению объема инвестиций. Соответственно, в данных статистике мы эту динамику на снижение, конечно, видим. И в этом смысле это говорит о том, что серьезных инвестиций, которые страна ожидала, ожидает и, конечно, будет ожидать в ближайшее время, как мы видим по результатам ситуации, которую анализируем, конечно, нет. Это действительно так. Спасибо. Добавлю пару слов по поводу действующего законодательства и моего мнения. Вот вы спросили
на тему, какие преференции между иностранными инвесторами и национальными. В принципе, закон уравновешивает их права. В данном случае он достаточно сбалансирован в этом направлении. Но мое мнение как депутата, все-таки вход в преференции, те, которые здесь указаны, это финансовое вхождение в льготные условия, они высоки, на мой взгляд, в зависимости еще от отрасли, на мой взгляд. Это вот, И для местных инвесторов, и для иностранных особенно инвесторов. это Да? отрасли с низкой рентабельностью, сферы переработки продукции. Конечно, это вот совместно с исполнительной властью наверняка нам необходимо переработать, дополнить эти вопросы. Вот. Также, на мой взгляд, для исполнения этого закона крайне важна политическая стабильность в Абхазии. Она, безусловно, на репутацию, на имидж страны сильно влияет в плане привлечения капитала. Ну, я в данном случае говорю не только о иностранном, так как наши предприниматели также реагируют болезненно на любые действия в плане долгосрочных инвестиций. И мы несколько раз в парламенте обсуждали, как сохранить внутренний национальный капитал нашими предпринимателями создаваемый, как сделать условия, при которых он бы не покидал страну, так мягко скажем, ну, разными способами, да, и реинвестировался, да, непосредственно в наш бизнес, в реальный сектор экономики. Также вот наверняка чуть-чуть в историю вопроса вот хотел бы вспомнить кое-какие наши послевоенные годы. Вот инвестиции, мы всегда нуждались фактически в открытых финансовых инвестициях. Но, на мой взгляд, есть еще сопряженные законы, такой, например, как приватизация. Мы не пошли по пути, например, акционирования этих предприятий, что позволило бы внутренними средствами сохранить и встать на путь развития. Вот недавно наши экономисты и председатель Госкомитета по приватизации выступал по этому поводу. И наш коллега, сотрудник АГУ Страничкин говорил о том, что закон об акционерных обществах нужно внедрять. Вот ряд госпредприятий, я свое мнение говорю как депутата, вот, чтобы исключить какие-либо политические разногласия в стране, можно было по пути акционирования пойти. То есть привлечь местный капитал в те отрасли, которые, с одной стороны, не являются сверхрентабельными, с другой стороны, они являются частью национальной безопасности. Вот, ну, я как пример вот могу сказать, например, это связано с Абхазтопом, вот условно, как одной из идей, как можно это реализовывать. Но ярким примером, вот у нас в послевоенное время очень много было предприятий перерабатывающей сферы. Если бы в свое время они были бы приватизированы, я имею в виду переданы в частные руки, то в принципе эти отрасли были бы сохранены. Сегодня с этим законом руководствуясь и законом о приватизации, об акционерных обществах и волей нашего руководства страны, я думаю, что возможно реанимировать эту сферу деятельности. Ну, она позволит решить такой глобальный вопрос, как уровень занятости в Абхазии. Ведь мы же все направляем наши мысли на сверхрентабельные сферы, а на самом деле, вот когда наши коллеги-экономисты рассуждают, для меня один из основных вопросов как депутата парламента – это решение вопроса занятости. То есть это село, это где любая семья, возможно, получала бы в среднем до 30 тысяч рублей сегодня. То есть вот эти отрасли для экономистов, для предпринимателей, точнее сказать, не вызывая такого активного интереса, привлечь их в эти сферы. То есть это, ну, как
обычно принято снижением уровня налогооблагаемой базы. Это возможность, естественно, льготного кредитования, насколько это у нас сегодня возможно. И вот в этом направлении мне хотелось бы, чтобы мы как-то импульс развития дали. Чтобы не потерять мысль, Баталов просто несколько дополнений. Он абсолютно очевидные вещи сейчас озвучил. Это в развитии того, что законы у нас полноценно не работают. Ведь у нас, в принципе, законодательство предусматривает такую форму, как акционирование, но у нас отсутствует соответствующая правовая база, которая определяла бы правила, условия. Нет, соответственно, рынка ценных бумаг. Один из вариантов. Дальше у нас отсутствует институт банкротства. У нас есть законодательная норма об аудиторской деятельности, нет соответствующих нормативных актов, определяющих правила и условия, соответственно, как они должны реализовывать эти направления. Государственно-частное партнерство. Есть такое понятие, которое в данном случае законом не отрегулировано. И законодательное, у нас есть сопровождение особых экономических зон. Нет нормативно-правового регулирования, определяющего правила, условия участников, соответственно, этих свободных экономических зон. То есть это целый пласт вопросов, который фактически выпал. Основополагающий закон об инвестиционной деятельности не дает права регулировать все и сразу. Нужно, соответственно, готовить и другие направления, и вопросы приватизации в том числе. Даже действующие механизмы сегодня, несмотря на то, что какая-то приватизация проводилась и проводится, у нас, к сожалению, на сегодняшний день эффекта от реализованных мероприятий нет. У нас вопросы арендных отношений юридически присутствуют, есть соответствующая договорная правовая база, но нет условия по задействованию государственного имущества, находящегося в аренде. В итоге у нас 10 и более лет объекты фактически находятся на консервации. То есть фактически все эти вопросы остаются на сегодняшний день нерешенными. Ну, все наши беды от того, что нет нужного, соответствующего, скажем, для этой отрасли, для этой сферы правового регулирования. Неполноценное правовое регулирование. Да. В том числе и сами механизмы реализации на местах тоже, к сожалению, не отработаны. На мой взгляд, вот как сегодня было уже сказано, естественно, основные характеристики инвестиционной привлекательности, они для нас неутешительны. Но помимо вот сказанных проблем с нормативно-правовой базой, есть еще ряд других причин. Это, во-первых, изначально это просто наше геополитическое положение. То есть мы, с одной стороны, признаны Российской Федерацией, с другой стороны, у нас, по сути, враждебное нам государство, и которое в случае привлечения каких-то крупных инвестиций всегда готово обложить санкциями то или иное предприятие, организацию или лицо, которое будет инвестировать. И также немаловажным является это слаборазвитая инфраструктура. О каких инвестициях можно говорить, если у нас просто не хватает электричества, у нас не хватает электроэнергии, а крупное производство или гостиничный комплекс требует значительной электроэнергии. Водоснабжение, опять же, это что касается инфраструктуры. По поводу законов, есть, конечно, какие-то проблемы, отсутствуют, но с этим мы можем столкнуться только если будут какие-то прецеденты, если будет какая-то деятельность, и вот тогда мы видим, что нам чего-то не хватает, какого-то закона, или где-то есть дыры, которые мешают деятельности. Но так как, по сути, деятельности инвестиционной-то и нет, то трудно говорить о том, что именно нормативно-правовая база мешает инвестициям. Также... То есть вы считаете, что если инвестиционная деятельность активно развивалась бы, и парламент, возможно, получил бы импульс для того, чтобы соответствующие законы были бы приняты или нет? К сожалению, мы не можем, у нас вообще, в принципе, нет в практике такого, что мы работали бы на перспективу. Если у нас какие-то возникают проблемы, только вот тогда мы начинаем решать. Потом уже возникла проблема, по мере поступления проблем. На опережение мы, к сожалению, не можем. Вот в продолжение, кстати, просто я как представитель банковского сектора хотелось бы сказать, что проблемы банковского сектора, это опять же, это изолированность нашей системы, то есть к нам трудно ожидать, что к нам придут крупные банки, те же представители российских банков, опять же, по той причине, что они сразу будут
обложены санкциями, поэтому рассчитывать нужно как-то или на свои силы, или вот надо придумывать какой-то другой механизм. Хотите сказать, что везде незримо присутствует санкционная политика Грузии против Абхазии? Нет, нет, это я просто говорю, это проблема именно того, чтобы пришли к нам крупные инвесторы, сейчас какие-то глобальные. Естественно, это не Но самая главная большая причина проблема. санкций, или почему большие банки к нам не идут? Какие причины? Во-первых, Например? им просто это неинтересно. У нас Неинтересно. объем внутреннего рынка им не интересен. Также доступность качественного человеческого капитала. Нужны специалисты, айтишники, работники там, экономики, финансовый сектор. Ну, это реально проблема. Тот же фактор и закрытости системы в определенный период сыграл свою роль. Это же тоже надо обязательно отметить. Ну, а вообще какая-то инвестиционная деятельность в банковской сфере происходит? Ну, если рассматривать именно наши банки Источники. как источники инвесторов, то можно их просто не рассматривать, потому что банки у нас занимаются кредитованием, именно инвестициями как таковыми на долгосрочные какие-то активы, проекты, они отсутствуют. Но опять же, кредит в любой экономике, да, это у нас рост кредитования, это положительный эффект и позитивный тренд для экономического роста. Ну, здесь Но структура у нас имеет в Абхазии, значение. к Тут имеет сожалению, значение ситуация структуры. иная. У нас были периоды, Потребительский когда кредиты возросли, там, в общем, я говорю про общий кредитный портфель с 2,5 миллиардов до 4, но как-то отразилось ли это на экономике? Нет, потому что, во-первых, качество кредитного портфеля. Оно у Его нас- стоимость. Да, стоимость, а все это вот совокупности, они как бы и причины, и следствия, они вот взаимосвязаны. Потому что у банков нету достаточной ликвидности, чтобы можно было бы кредитовать на какие-то долгосрочные проекты. Но кредиты очень востребованы. Кредиты востребованы, да. Ну, сколько Но при мне этом известно, кредиты есть берутся, очень многие социальные кредиты берутся нужды на в основном. покрытие своих каких-то личных долгов. У нас в основном в последнее время развитие получило потребительское кредитование, но не кредитование реального сектора и каких-то там, организаций, предприятий в сфере торговли, производства, услуг. Но в Вот. основном, по-моему, пенсионеры в последнее время. А вот я все это помню, вот проблемы, вы знаете, почему такая ситуация возникла? Потому что когда есть источник, откуда можно погасить, банк может спокойно списать сумму платежа очередного по кредиту, ему гораздо легче, чем искать потом источники закрытия проблемного кредита. Я Ирина помню, Шатуновна. пенсионеры очень жаловались и были недовольны. Вот сейчас в последнее время, правда, ничего не слышу, но несколько лет назад, что процентная ставка ужасно большая, и люди, которые получают копейки, но эти копейки, они вынуждены на какие-то социальные, наверное, вещи. основном это использовать, замкнутый круг потому что получается. откуда взять? А какая Да. вообще процентная ставка, можно сказать, минимальная? Процентная ставка, но если мы будем рассматривать по потребительскому кредитованию, то, естественно, там в основном вы, как и сами видели, наверное, в Ну, средствах это- массовой Ну, за информации, 24, скорее всего, минимум, невозможно, минимум по-моему, достать. 24, 36, 24. да, от 24. Да, 24. 36 и даже больше, наверное. Ну, есть и кредитование, допустим, товарное, да, некоторые банки там даже доходит и до 60% годовых. Ну, есть такие тоже. Но это проблема, опять же, Я не чтобы знаю, я кредитовать. насколько знаю, просроченных кредитов достаточно много, да, немало до Конечно. сих Ну, пор если, просроченных. если рассматривать, вот, например, на последнюю там, отчетную дату, вот, на 1 апреля, из 4 миллиардов у нас получается 2 висит. около, ну я сейчас приблизительно цифры называю, сейчас, чтобы Около не 2 давать. в долгах. Миллиард у нас просроченных кредитов и около 2 миллиардов это Замороженных. пролонгированные Да, кредиты, замороженные. которые тоже, по сути, стремятся к просрочке. Можно вот сказать, я не знаю, насколько это объективно и справедливо обвинение или упрек, но я от некоторых экономистов и общественных деятелей слышу, что люди с плохой кредитной историей, с просроченными кредитами, долгами государства и так далее, что они все равно берут кредиты, получают. Это возможно вот сейчас, вот на этом этапе? Вы знаете, каждый банк, это вообще если коммерческий банк, это в его интересах выдавать кредит, который будет По факту обслуживаться так и есть. качественно и возвращаться.
У нас для этого есть, например, в Национальном банке бюро кредитных историй, куда вносятся вот по таким же, как вы говорите, недобросовестным плательщикам, но, опять же, обращаются ли банки при выдаче кредитов? То, что мы сейчас говорим, это проблема не сегодняшнего дня, не вот, то, что мы говорим по просрочке, Это по пролонгированным. сформировавшаяся история. Это уже ну, как минимум вот 10 лет, которые вот Да, но это я проблема, которая работаю. очень, кстати говоря, волнует людей. Если Да, даже а вот- сегодня не эта тема нашего разговора, Кстати я думаю, говоря, что это же сейчас одна уже- из самых проблемных зон, Ирина Шотова. да, Этот и- замкнутый круг Потому получается. что, да, смысл банковской системы в том, чтобы создавать денежную массу, преувеличивать ее. Выдаются деньги, Она не возвращаются генерируется, потому что Они из, просто- из 100 рублей, отданных, условно говоря, в оборот, из них 25 работает, остальные фактически заморожены. И получается замкнутый круг. Да? Ограниченность кредитного портфеля с одной стороны, с другой стороны дорогой кредит формирует в данной ситуации ограничения серьезные, финансовые. И получается, что инвестиционная активность напрямую зависит от возможности банковской системы генерировать в данном случае средства. Ну и банковск- и, соответственно, обратно. Необслуживание кредитов, то есть фактическая заморозка денег средств, снижает уровень кредитного портфеля. То есть Да. здесь замкнутый круг, и в данном случае мы вот по этому кругу уже очень долго... Да, поскольку это все-таки не основная тема, но она, конечно, интересная. Не то, что интересна, она очень нужная, потому что сколько битв, скажем так, было вокруг всего этого. Я помню, было время, когда говорили, вот, взяли огромные кредиты, называли чиновников. Нет, потом говорили, что до 2014 года, я помню, говорили, что надо опубликовать списки вот этих людей, которые взяли огромные кредиты. Опубликовали, Потом по-моему. власть Да, поменялась, другие опубликовали. пришли, Опубликовали. опубликовали, но в то же время мало что изменилось, насколько я понимаю, вот, чтобы дальше вернуться к своей вот основной сегодня теме, все-таки я не могу не спросить у вас, скажите, вообще вы подавали в суд вот на этих людей, вот на этих заемщиков, которые взяли огромные кредиты и не возвращают их? Да, ну, во-первых, это вопросы, естественно, не к дела Национальному были, банку, это вопросы к коммерческим банкам. Да, по, например, я могу сказать точно по Сбербанку, по всем случаям просрочки в обязательном порядке подаются в суды. Ну, что-нибудь Есть- удалось вернуть? Ну, у нас через проблема именно, именно с соблюдением, да, вот, правовых норм. Ну, вот есть решение суда, есть даже там, какой-то залог. Вот проблема теперь судебные воспользоваться приставы, в как данном должны случае? изъять этот объект в пользу банка. Вот такие моменты собственно, возникают делать? именно у нас не в плане, вот опять же, не законодательства, не нормативных актов, а их исполнения. У нас, если бы все то, что у нас написано на бумаге, оно исполнялось бы, то у нас бы другая ситуация была бы. Да, бумага может ругаться и кричать, и грозить всякими там, штрафами и какими-то судами, но если На реально уровне человек исполнения никто всегда не большие исполняет, проблемы, да. согласна. Можно я вот перейду к Хатуне? Опять же, вот оценка инвестиционного климата, который существует в Абхазии. Вы слышали, какие мысли, какие оценки уже прозвучали. В основном вот мы говорили, наверное, о том, что правовое, нормативное регулирование очень хромает, но помимо этого, наверное, еще много факторов, которые являются барьерами для установления или формирования в Абхазии другого, более благоприятного инвестиционного климата, чтобы мы о каких-то таких минимальных цифрах, И прикладных реестрах вещах и так говорили, далее, конечно. инвесторов здесь вот не говорили вот в будущем. Видимо, есть серьезные препятствия. Ваша оценка? Предлагаемая сегодня для обсуждения тема, она емкая, она многосторонняя. И вот уже мы видим, первая часть показывает, что все грани и все стороны этой темы в этом ограниченном формате сложно будет нам сегодня проговорить. Но я, как представитель экономической науки, да, исходя из сферы своей деятельности, хотела бы все-таки акцентировать внимание на некоторые важные, на мой взгляд, аспекты. Первое, наш подход заключается в том, что главное вот, для жителей нашей республики, для каждого, это что? Это рост благосостояния, это повышение уровня жизни, это достойные заработные платы, пенсии, трудоустройство, что молодые люди могли себя успешно реализовать у нас внутри республики.
И для этого все мы, наверное, понимаем, что должна работать экономика. А работать так, чтобы собственное финансовое обеспечение позволяло решать вот эти вот накопившиеся социальные социальные Вопросы. проблемы. Вот с этой позиции, да, мы инвестиции рассматриваем как один из инструментов, как Совершенно. один из возможных источников. То есть мы не ставим инвестиции во главу угла и не считаем, что вот инвестор придет и решит все наши проблемы, как в экономике, так и в отраслях социальной сферы. Это вот первое. А второе, мы все равно должны давать оценку, несмотря на ограниченность, да, информации, данных. Мы за последние 10 лет суммарно объем инвестиций в нашу экономику, по данным статистики, инвестиции в основной капитал, так называемые, составили 44 миллиарда рублей. И следующим этапом наших работ как раз какова отдача. Все-таки это для нашей республики немалые суммы, 44 миллиарда. И вот тут посчитать прям прямые показатели, как это повлияло, да, сколько конкретно эти инвестиции создали, рабочие места, налоговые поступления, сложно. К сожалению, нет еще такого учета. Но в целом мы можем косвенно судить, как они повлияли. Так вот, за эти 10 лет было создано дополнительно 5660 рабочих мест. Там ВВП увеличилось на 19 миллиардов. Но 44 миллиарда инвестиций как бы позволили, что ли, увеличить собственные доходы, вот важнейшая статья, всего на 3 миллиарда 600 миллионов. Из них частично за счет изменения налогообложения, а не Да. за счет прямых инвестиций. И получается, что, к сожалению, мы вынуждены, да, констатировать, что эффект, так называемый, от инвестиций, ну, незначителен. И это не является, вот, Абхазия не является здесь вот исключением. Что бы я хотела вообще отметить, что исследования ученых европейских в этом направлении говорят о том, что если инвестиции приходят в слабую экономику, ждать, что там будет сильный экономический эффект, не приходится. Более того, по их мнению, по их выводам, эффект может быть даже отрицательным. Единственным преимуществом является то, что некоторые работники находят рабочие места. Но в нашем случае, конечно, у нас и слабая экономика, и слабая, скажем, организация управления этой экономикой. Вот это вот отсутствие программно-целевого метода управления, вот это сбивает вот эту системность, и мы все эти годы как бы реализуем точечные проекты во всех отраслях, и в том числе, к сожалению, вот инвестиционную деятельность тоже эти точечные проекты не обошли. И вот здесь был поднят, и я абсолютно согласна, что эту тему невозможно рассматривать, скажем, в отрыве от инвестиций, вот от приватизации. Потому что приватизация же имела несколько целей. Одна цель, которая там сформировать частный сектор, была в принципе достигнута. То есть у нас сегодня, вы знаете, государственный сектор формирует наше ВВП всего на 16%. Возьмем объем производства промышленной продукции. Частный сектор обеспечивает 97,5%. Если взять общий объем розничного товарооборота и общепита, то на долю частного сектора приходится 99%. То есть мы вот этот сегмент можем утверждать, что вот итоги, как бы цель этой приватизации выполнена. Но была еще и вторая, не менее важная цель. Как привлечь инвестиции? Вернее, инвестиции, которые придут путем приватизации, они что должны были делать? То есть какой был расчет? Что они позволят быстро восстановить вот эти объекты, модернизировать. Запустить их. Да, запустить их. Ну, вот сегодня уже прозвучало, к сожалению, многие объекты до сих пор приватизированные, до сих пор не восстановлены. По многим идут судебные разбирательства. То есть здесь еще возникает вопрос, ведь эти объекты приватизационные, это же собственность государственная, она же Абхазии
не было подарено. То есть это результат большого труда наших предков, да, нескольких поколений. И как мы распорядились, вот отсутствие вот этого программного подхода. То есть вырученные на продажу, они аккумулировались в приватизационном фонде. Вот сколько лет мы ведем исследования, к сожалению, этот фонд остается каким-то очень загадочным. Нигде развернутого публичного отчета по этому фонду мы не встречаем. Там, по данным же опять статистики, должно быть, скажем, более 1 миллиарда рублей. Вот если эти деньги, они же предназначались для того, чтобы поддержать малый бизнес. Реинвестироваться в экономику. Да. Вот если бы они сейчас каким-то образом были бы вовлечены в оборот, это создавало бы очень хороший инвестиционный фон. Это давало бы возможности реализовывать инвестиционные проекты местным предпринимателям. Может, есть какие-то закрытые, например, мы не знаем, может, бывают какие-то закрытые отчеты по этим. Было только, как вы здесь проговорили, списки опубликованы Генеральной прокуратурой. Но это же не говорит о том, что, как вот заметили, что эти суммы будут в ближайшее время вовлечены в оборот. То есть Они это возвращены очень не будут, в проблемные принципе. аспекты. Но третье, на наш взгляд, если у меня время вы позволяете, наверное, немножко так. институциональные, мы называем такие ловушки вот в этой сфере. А по-простому, как вы говорите, это когда грабли наступаем, много раз на одни и те же грабли. Речь идет о том, что так уже сложилась вот эта вот наша практика, что считается, развитие будет в отрасли, если создадим структуру государственную, которая это курирует, и законы. Но вот здесь вот нарушена вот эта иерархия. Первым должна быть программа, где прописаны цели и задачи. И только потом закон и все остальные нормативные акты — это инструменты реализации. Вот То есть этих сначала целей. надо знать, чего мы хотим. Правильно. Да? Да. Это И вот, не напоминает немножко планирование в советское время, в советской экономике? а вы знаете, даже в рыночной отношусь, экономике... кстати Оно у нас говоря, есть в любом кстати, случае. я Немножко положительно в другом отношусь, формате, но- но Да. она абсолютно... В да, рыночной верно говорите. экономике тоже никто не отменял планирование. Кстати, это не наши выводы, этого требует наш законодатель. 20 лет назад... Возвращаемся к госплану. Нет, 20 лет назад Закон о программах был принят закон, прогнозирования и он программ. является таким действующим законом о прогнозировании программах. Кристина Константиновна экономическое права. развитие, И там есть статья конкретная, 4, пункт 5, где прописано, что важным элементом государственной программы должна быть инвестиционная и структурная политика. Это по нашей теме. Вот эта связка так важна. Вот что такое структурная политика? То есть 10 лет назад нам две отрасли давали 50% нашего ВВП. Это Лесная отрасль строительство и торговля. 50%. Проходит 10 лет. Вот мы прошли вот эти инвестиции, пришли До в экономику. 2000-х годов, там, да, 90 у нас лес фактически формировал, металл формировал и там незначительно другие Да, но с позиции. 9 Потом чуть-чуть мы начали ВВП переформатировалось. считать, Да. поэтому мы за базу берем 9. И вот в 2019 году опять эти же две отрасли, но уже торговля дает почти 40%, а строительство чуть больше 10%. То есть структурно, 50%. к сожалению, вот в отсутствии программы мы не смогли преодолеть, изменить и эффективно направить даже вот эти мизерные, скажем, объемы, и не совсем мизерные относительно инвестиций. Если вернуться вот через ваши мысли, да, или ваши рассуждения к нашей теме, к нашим вопросам, да, можно сказать, что вот отсутствие прогнозирования, да, целевого, или как вы называете? Программно-целевой подход, да. Программно-целевого, да, вот подхода, это повлияло вот прямо, скажем, или Косвенно, да. на инвестиционный климат в Абхазии, на инвестиционную деятельность в Абхазии, или... Краеугольным камнем, вообще управленческим, главным, является программно-целевой метод управления. Мы не говорим о директивных планах, о советском каком-то методе планирования.
мы говорим о том, что должна быть системность. Чтобы мы вышли из этого системного кризиса, нужен системный подход. А как это обеспечить? Вначале нужно обязательно формулирование вот этих среднесрочных целей, потом расписать мероприятия, как можно их достичь. Вот И если определить сроки в них конкретные. Сроки Соответственно, это конкретные. очень важный момент. Еще и ответственных, и структуры, и лица, и тогда у нас появится возможность, знаете, дать объективную оценку. Сегодня, к сожалению, мы можем говорить, да, о показателях, допустим, с точки зрения экономики, кто-то будет социальные эффекты говорить, что тоже немаловажно, но для того, чтобы оценить, насколько, допустим, мы продвинулись в решении тех, у нас нету таких документов, с чем бы, от чего бы отталкиваться. И если и это отсутствие таких важных государственных документов, знаете, что выпадает из-за этого? В 2009 году в любом случае ВВП было 15 миллиардов, сейчас 34. То есть обычное простое сопоставление не будет нам давать опять возможности правильного подхода анализировать те сложные процессы, которые идут в нашей экономике. Мне кажется, что в 90-х мы ограбили собственную экономику. Но это мое мнение не экономиста, а историка. А если перевести то, что я сейчас говорю, на научный язык, это была полнейшая деиндустриализация, что мы практически уничтожили то, что нам досталось от, скажем, советского государства. Понятно, что это был и наш труд и так далее, но тем не менее. И вот собственность, с которой мы таким образом распорядились. А вот такое отношение к своей экономике, которая нам досталась, это тоже не является причиной того, что мы сейчас сидим и копейки считаем, что и никакие крупные инвестиции в Абхазию не идут. Извините, люди, которые имели возможность, захватили народное добро, то, что считалось достоянием всего народа, почему-то все работали в советское время, но почему-то какая-то кучка людей, как это происходило в России в 90-е годы, они присвоили себе дома отдыха, пансионаты и так далее, и так далее. И практически, я не говорю, что вообще ограбили заводы, фабрики, цеха. Вот для примера, недавно мне кто-то давал статистику. Очень много, кстати говоря, предприятий, которые еще не начали работать, должны были начать в Гуль-Рифском районе. Готовые, говорят, цеха стояли, оборудование стояло и так далее. 37 промышленных предприятий там могло работать, и ни одного предприятия там сегодня нет. Так происходило по всей стране. Вообще, это было чудовищное отношение к собственной экономике. И, может быть, оттуда надо начинать то, что никому мы не интересны. Вот в частности. Вот отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что вот такая пословица есть: родители ели кислый виноград, а скомина была на губах у детей. Вот у нас, к сожалению, преемственность научно-практическую мы потеряли. Вот если говорить о предприятиях, ну, вы Гуль-Рифский район назвали, но я тогда был достаточно молодым человеком и такого сознания не имел, чтобы анализировать то, что происходит в стране, но сейчас уже вот со скоминой на губах могу констатировать ряд фактов, что тот научно-практический потенциал, который наш народ заработал вот благодаря советской индустриализации, те научная база, которая была в Абхазии, конечно, она в основном две причины выделяют. Это в первую очередь, естественно, это наша национально-освободительная война и тот урон, который она нанесла. И второе, это, наверное, неумение администрировать то, что мы получили. Вот в сумме это дало такой вот эффект, когда наши граждане с точки зрения экономики, они деградировали, я не побоюсь этого слова сказать, потому что трудовые ресурсы, профессиональные трудовые ресурсы находятся на очень низком, а иногда критическом уровне. В определенных секторах экономики вообще местных специалистов нет.
Также вот я почему тогда и приватизацию затронул, потому что, на мой взгляд, вот это слово разгосударствление и переходная экономика затянулась на 27 лет. Я прошу прощения, но 27 лет это не тот срок, чтобы перевести одно предприятие от одной формы собственности в другую безболезненно для этого предприятия. Вот, ну, такой обывательский пример скажу, что если любое промышленное предприятие было бы частным, как оно сделано, это второй вопрос, с него невозможно было бы снять крышу и распилить станки. Вот успешное предприятие Сухумский пивзавод, он каким-то чудным образом, я не знаю, как он стал частным, но его успех один из лучших примеров, да. один из лучших примеров, то, что нужно было сделать со всеми отраслями экономики Абхазии. Я много разного слышал, сейчас быстро так, может, чуть-чуть сумбурно говорю. Кто-то говорит, что какие-то колониальные культуры в Абхазии растут, кто-то цитрусы ругает, кто-то чай, кто-то табак. Но тем не менее это глобальные решения глобальных вопросов в Абхазии. Это не просто экономический вопрос только, но это решение крупных социальных вопросов в Абхазии. Это здоровая семья, это возможность строительства двухэтажных домов в абхазских селах. Это все двухэтажные дома построены за счет трудовой сельскохозяйственной деятельности. Прошу прощения, которую сегодня почему-то так пренебрежительно к ней, скептически к ней относятся. Конечно, для таких крупных акул бизнеса рентабельность там в 2-3% она неинтересна, и с учетом политической нестабильности и, так скажем, низкого уровня правопорядка в стране, правоприменительной практики, как наши юристы любят говорить, естественно, Абхазия не есть такой экономически привлекательный регион в мировом масштабе. И, следовательно, без таких основополагающих вещей, как правопорядок, как политическая стабильность, как возможность изыскать финансовые ресурсы представитель Национального банка, думаю, со мной согласится. Да, безусловно, потери там в выдаче кредитов будут. У нас недвижимость не растет, ее ликвидность не растет. Те дома и объекты недвижимости, которые были 10 лет заложены по одной цене, они в цене фактически упали. Они у нас выросли. И переоценки не было. У нас, да, и переоценки этого всего не было. Государство. То есть это институциональные проблемы, и вот Хатуна Акакиевна здесь озвучила, что мы в комплексе должны рассматривать инвестиционную привлекательность, климат в стране. Он зависит и очень чувствителен. Вот как сфера услуг, вы обращаете внимание, что вот от любых выступлений политиков, ну, в России или в Абхазии, у нас турпоток может снижаться. Вот буквально настолько инвестиционный климат чувствителен, и от резких турбулентностей в политике или высказывании, или вот недавно выступал министр внутренних дел, и он говорил, что в принципе наша статистика не хуже, чем любой регион Российской Федерации. Я с ним согласен, но есть здесь другой вопрос, что когда в Абхазии преступление совершается, особенно направленное на не гражданина Республики Абхазия, оно становится резонансным. Потому что инвесторов в Абхазии мало, это на пальцах рук можно эти проекты пересчитать, и это такое, знаете, носит эксклюзивный характер. Следовательно, вот эти все факторы суммируя, происходит то, что мы имеем, и здесь один министр экономики или один национальный банк с этой ситуацией не справятся. И вот Георгий Георгиевич заметил, что закон, который об инвестиционной деятельности здесь, какой бы мы закон идеальный ни написали, если у нас политической воли в общем масштабе на уровне всего государства в целом не будет, исполнения данного закона, я думаю, ну, сложно будет реализовать.
Вот так вот я как бы хотел быстро, но сжато, насколько это возможно. Я немножко не высказать. поняла все же вот ваши отношения. Это, опять же, я понимаю, что, наверное, это не главный вопрос, хотя все взаимосвязано, поскольку инвестиции без экономики как, а с экономикой, что произошло, возможно, мы понимаем по-разному. Вот то, что в 90-х, после войны, отдельные люди, скажем, занимали, приватизировали туристические объекты или какие-нибудь заводы, фабрики и так далее. Это было нормально, то есть получается, что там, где вот это было как-то частным лицам присвоено, там что-то сохранилось, вы хотите сказать. Есть, Там, где не было хозяина, нового хозяина, да, там все раздербанили. в Дом отношении- Алаизи в Сухуми, вы видите, да, Да. он в частных руках фактически находится, при этом он является памятником Историко-культурного архитектуры, наследия, историко-культурного да. наследия. Есть такой же замечательный дворец в Гулерибском районе, дворец Мицкого. Он фактически был общественный, государственный. И, к сожалению, то, что... кому с ним- надо было его спасти? Ну, Вот кому? кому надо было Кто спасти? должен был спасти? Я, Власть? опять-таки, понаслышке знаю, что такого рода объектами всегда проявляют интерес инвесторы. Это не коммерческий проект, это более социальный. Богатых людей в мире много, которые эти объекты могут сохранить ради имиджа, ради того, чтобы показать, что человек меценат и так далее. Мы, к сожалению, администрировать, управлять этими объектами не смогли. Я вообще убежден, как вот экономист, наверное, громко сказано, но убежден, что чем меньше чиновник вмешивается в рыночный механизм, тем рынок, он лучше и более качественно будет работать. В данном случае, вот, допустим, как пример приведу, в Абхазии какие-либо программы краткосрочные, если действуют там на год, на два, то распределение этих средств финансовых должны заниматься отраслевые финансовые учреждения коммерческого толку, а не чиновники непосредственно заниматься распределением бюджетных средств. Это вот как пример такой, может быть, точечно говорю. То же самое постигла участь этих объектов. Вот, допустим, чайные фабрики по всей Абхазии. Есть формы приватизации. Почему я говорю об акционерных обществах? Можно было бы часть акций оставить, допустим, коллективу, часть акций за государством поначалу. Получилось Потом, коллективу ничего. Да. И коллективу в том числе, и государству в целом ничего. Это кратковременные такие эффекты были по демонтажу оборудования и получению там каких-то дивидендов. И это же связано и с правопорядком. Я убежден, что и в тот период были люди, которые понимали, что нужно было сделать. Но вы же прекрасно понимаете, что у нас институты власти, они формируются. К сожалению, да, с учетом, может быть, квалификации кадров, разные причины могут быть, Ирина Шотовна, но тем не менее сегодня, зная проблему, зная, как мы поступаем, я считаю, что мы обязаны не повторить, вот Хатуна Акакиевна сказала, что на одни и те же грабли наступаем. То есть нам нужно как-то проявить волю и вот не возвращаясь в прошлое, помня о том, как мы поступили со своим хозяйством, не совершать этих ошибок впредь. И бизнесмены, и экономисты, и политики очень часто говорят о том, что для благоприятного инвестиционного климата должно быть много факторов, и одним из них является налоговая политика, лояльная налоговая политика. Кто бы хотел бы высказаться по этому поводу, коротко? Мы очень много говорили сейчас вокруг законодательства, безусловно, и более того, хотела бы несколько предложений сказать относительно того, что
Хатуна говорила, она абсолютно правильно отметила то, что можно выразить буквально в двух словах. Инерционность в развитии, то есть отсутствие понятных подходов, да, определенных целевыми какими-то конкретными Хатуна индикаторами в сказала не развитии. только это, насколько я поняла, Я Хатуна сейчас еще хочу это сказала выделить. О плохом управлении экономикой тоже сказала, если не А ошибаюсь. мы, Она об вы этом знаете, тоже сказала. это Но действительно... она говорит очень интеллигентно сегодня, поэтому не Вот. остро Я бы, конечно, прозвучало. хотела Да. на это обратить внимание, потому что действительно инерционность в развитии, она, конечно, стимулирует вот те негативные вещи, о которых в том числе и вы говорили про 90-е годы, и то, что говорил сейчас Батал. Это все упирается как раз-таки в программные подходы. В этом смысле с ней не согласиться очень сложно. Они часто, кстати, об Но этом здесь, говорят. Вы как-то на них обращаете внимание? Абсолютно Часто очень. однозначно они отмечают актуальность такого подхода, и я с ними в этом вопросе согласна. Более того, они не просто говорят, они Ну, вы готовили согласны теоретически соответствующие- или как? Нет, мы обычно работаем в практической плоскости, Ирина Шотовна. Вот. Тут вопрос Взаимодействуете какой. как-то? Вот смотрите, если как бы проанализировать, да, как в итоге подходили к этому в разные периоды, да, и какие управленческие решения были. Фактически у нас официально была утверждена одна концепция, которая была утверждена при Сергее Васильевиче Багапше. После были разработаны ряд программных документов, которые в итоге были разработаны, но не приняты. И в этом смысле сейчас оценивать, почему не были приняты, я, наверное, не буду. Просто, конечно, для себя понимаю, что ключевым вопросом в этом смысле это было отсутствие финансов. Потому что, с одной стороны, любая программа, да, определяет мероприятия, определяет сроки их реализации и определяет финансовые расходы. И, безусловно, абсолютно объективно, здесь Хатуна мне может возразить, что программа в том числе включает мероприятия, не связанные с финансовыми расходами. И это тоже абсолютно аргументировано. И в этом смысле нам надо подойти к этому вопросу следующим образом. То, что не требует серьезных финансовых вложений, то, что государство может сделать здесь и сейчас, оно, безусловно, должно быть сделано, и, соответственно, мы должны в этом ключе работать. Что касается реализации политики в области привлечения инвестиций и реализации конкретно каких-то конкретных программ, речь, конечно, идет о определенных финансовых источниках, и в этом смысле у государства сегодня есть, конечно, определенные ограничения. Но даже анализируя вот то, что мы сейчас обсуждали, да, относительно программ, законодательства и так далее, мы не можем исключать главное. Это факторы, которые формируют бизнес-климат, не только касаемые законодательства, а в целом. А в целом частично коснулись коллеги, и это, безусловно, то, о чем вы говорили, касаемо безопасности, правопорядка, неотвратимости наказания, соответствующей системы административного регулирования, потому что государство в этом смысле может либо сдерживать, либо стимулировать развитие. И в этом смысле должны быть понятные и правильные подходы, выработанные. То есть что в одной стороны должно сдерживать, а с другой стороны должно стимулировать. Это, безусловно, правильно отмечена налоговая политика, таможенная. Соответственно, это земля и недвижимость. В этом смысле у нас достаточно серьезные пробелы есть и в законодательстве, и в фактическом использовании этого законодательства. У нас до сих пор не сформирован полноценный реестр земли и недвижимости. И в этом смысле у нас часто возникают проблемы, в том числе судебного характера. И в этом смысле инвесторы часто сталкиваются с большого рода проблемами уже при реализации тех или иных инвестиционных проектов в Абхазии. Это серьезные инфраструктурные ограничения. То есть это комплекс вопросов, которые включают в себя общий климат, который формирует условия для развития бизнеса. Когда мы говорим о 90-х годах, наверное, это же не только от Абхазии зависело. Это был процесс очень сложный, трансформационный. Он до сих пор продолжается во всех странах постсоветского пространства. Проблема в том, что она у нас именно наслоилась, вот этот переход к рыночной экономике совпал, к сожалению, с войной, с этой нашей страшной. И потом экономическая блокада, которая последовала за этим. И стоял вопрос до признания Российской Федерации и независимости Абхазии о выживании. Поэтому сейчас обращаться и как бы давать такую оценку, нужно исходить из тех реальностей. То есть мы имели такой период, когда высшие эшелоны власти, да, которые формировались, тоже вынуждены были выходить за рамки правового поля. К сожалению, и после признания здесь вопрос
у нас, вот как у исследователей, более всего возникает именно после признания, начиная уже с 2009 года. То есть кто нам мешал или сейчас мешает, скажем, более разумно подойти к нашим ограниченным возможностям и посмотреть, какие основные направления нам надо выбрать. С моей точки зрения, оценивая то время, я считаю, что это был настоящий экономический суицид. Теперь, извините, была деиндустриализация, а теперь мы уже говорим о том, что нам нужны инвестиции, нам нужен инвестор, нам надо реиндустриализацией заниматься. Что предприятия, например, такие как по производству пепси-колы, они востребованы на протяжении 27 лет. А я считаю, что вот, например, перепадные малые ГЭС, ряд еще других предприятий, соковые предприятия. Я вот статистику просто так как-то для себя смотрел, они не нуждались в государственной поддержке, они работали. У меня вообще складывается впечатление, что по ряду предприятий какой-то был такой умысел просто их продать, потому что быстрые деньги хотелось, что ли, или что-то такое. Потому что вот, ну, есть отрасли, да, бесспорно, где уровень рентабельности низкий, и потом я, например, знаю по отчетности, я для своей научной деятельности как-то искал буквально, потому что тогда она плохо формировалась, то, как вывозилась продукция. По большому счету вся сельхозпродукция вывозилась из Абхазии в Российскую Федерацию. Это был табак, это был цитрусовый, это был чай. Вот эти три позиции беспрепятственно, ну да, частично цитрусовые там с большой данью, если так можно назвать, ну с теми затратами, которые формировались на границе, вывозились. Но по цифрам эти цитрусы выходили на экспорт. То есть это означает о том, что эти предприятия функционировали. Это был не 94 год, а 98 год, 99 год. Ну, цитрусовые, да. они как бы Ну, сейчас и сейчас его, просто да, статус ну, да, негосударственный. статус, да, негосударственный и так далее. Вот я как бы не совсем согласен с тем, что непосредственно война многие эти предприятия разрушила. Особенно, ну, давайте тогда от производства уйдем. Такой тезис прозвучал, что надо было все отдать в частные руки, и они показывают, ну, да, действительно, примеры отдельные, если взять, да, это частное предприятие, оно действительно Это, по-моему, показывает позиция результаты. Эдуардовича, Да, если не да, ошибаюсь. да, Но- это моя позиция. Но вот эти показатели, которые сегодня имеем, мы до такой степени сузили государственный сектор, то есть имея 100% государственную собственность, скажем, при плановой экономике, мы ушли даже от мировых позиций. В среднем мировая статистика, доля государственного сектора от 30 до 35%. Да, А мы, я уже озвучивала, у нас 16%. То есть здесь, наверное, помимо частно, все передать в частные руки, наверное, уместно и правильнее еще и выстроить механизм эффективного управления государственным сектором. От всего мы не можем... Ну, Маргарет, Хатуна, однозначно согласитесь, в этих отказаться. показателях есть погрешность, там же он формируется на основании определенных, да, показателей, и учитывая, что у нас и сама собственность не оценена соответствующим рыночным образом, и, Вот о том- соответственно, наличие теневого оборота, оно фактически Вот. влияет на конечный результат. Ну, доля, Нет, если брать с складывается- учетом погрешности в целом, то... Складывается вот, ну, вот такую оценку давать нам сложно, но вот этот недостатки, скажем, да, законодательные, нормативные и все остальное, что мы имеем, хотя бы начиная с 2009 года условно, как-то это выгодно, вот здесь это прозвучало, или с умыслом, потому что это дает возможности вот, наращивать вот этот теневой сегмент и их отправлять и оставлять вот в теневом секторе экономики. И это, наверное, здесь есть прямая выгода. Иначе не может объемы теневой экономики настолько нарастать, что когда наши показатели еще в 2012 году было 50% от ВВП,
Сегодня мы готовим тоже большую аналитическую работу, и мы уже выходим, мы хотим перепроверить, выше намного, 65 даже, где-то по некоторым Ну, можно будет потом ознакомиться с Сферам, вашим да? отраслям. материалом. Да, как только мы всегда наши работы публикуем. И вы знаете, я хочу маленький пример даже привести. Вот торговля показывает, скажем, рентабельность продаж примерно в среднем в год 5%. 3-5% в Да, зависимости представляете, от вот если направления. 100 тысяч выручки сегодня, то предприниматель показывает всего 3-5 тысяч прибыли. Или, Даже допустим, обороты, даже не в даже- прибыли, сам оборот, учет оборота. Ну, вы знаете здесь какие Да. механизмы. Это контрольно-кассовая техника. Кстати, сейчас мы с парламентом этот вопрос отрабатываем. Закон, Это, да, поступил безусловно, в парламент. один из вопросов. Второе, это, а что, фонд заработной платы, среднемесячная заработная плата, это адекватно разве в текущему состоянию? То, что мы видим фактически по отчетности. Абсолютно неадекватно. Я имею в виду не государственный сектор. Ну, получается, что и представители ученого мира, скажем, науки, представители власти признают, что есть теневая экономика, которую надо сожалению. вытаскивать. Потому что я помню, до 2014 года оппозиция, которая шла к власти и пришла к 2014 году, да, все время говорили о том, что вот мы найдем, мы пополним бюджет, и за счет чего же вы пополните? За счет теневой экономики мы ее вытащим. Никто ничего не вытащил, более того, загнали, по-моему, в тень еще больше. Еще А больше. сейчас что тогда? Что, опять же, что нам мешает с теневой экономикой бороться? И вообще, в какой отрасли больше всего может быть вот этой теневой, скажем, Ну, учет слагаемой? соответствующий, учет. И Хатуна правильно отметила, в том числе и торговля, конечно, там достаточно большой объем средств, которые фактически не А что отражен в вы отчетности. предлагаете, чтобы с теневой экономикой бороться? Только коротко. Вот, и не по Без нашему научной всему. терминологии, как это возможно. Без научно обоснованного Ну, подхода. скажите, Знаете, как человеческим все-таки языком, да. инициатива, вот как сегодня прозвучало, должна быть политическая воля. Есть Генеральная прокуратура. При Генеральной прокуратуре создан комитет специальный. То есть у нас сейчас, вот мы начали, правда, слышать, что есть какие-то дела, да, и по хищению государственной собственности уже хоть какие-то появились. Но этого недостаточно. Нужно, вот, на наш взгляд, именно с точки зрения права. Здесь вопрос не столько даже к экономистам, столько ответственность даже сейчас лежит на правоохранительную систему и, конечно, на кабинет Ну, я министров. поняла. И сам, вот это опять, многие не хотим вот это программный метод слышать, но пока не будет у нас разработана вот эта программа, которая жестко посадит все структуры в определенную схему, мы не сможем это контролировать. Это очень выгодно. Отсутствие программы, это, извините, просто рай для чиновников. То есть это люди, служащие, не знаю, кому они служат, но они ничем не обременены, никаких показателей конкретно, что они должны за время своей работы достичь к определенной дате, периоду, нету. Поэтому и требовать от них официально ничего нельзя. И потом идет вот этот процесс разрушения и нарастания теневой экономики. Поэтому, как бы это ни было сложно, все-таки надо исполнительной власти в Хорошо. первую очередь принять меры. И... Ну, просто в продолжение. Спасибо, да. Что касается Да, теневой экономики, наверное, вот за последние годы у нас были прям, наверное, самые значительные инвестиции, просто цифры, по которым мы не можем посчитать, это частного характера. Это, получается, инвестиции в добычу криптовалюты. Но чем все это закончилось? Это все закончилось кризисом сложная энергетики. Мы просто на грани катастрофы. Да, там высокий доход, краткосрочный, высокодоходный. К чему это все привело? Мы не можем это посчитать. Вообще цифры, данные, объемов. Вот. Недавно я вот знакомилась с материалами Госдепартамента США. Вот как раз-таки они сделали отчет о инвестиционном климате в 170 странах. Они проанализировали, ну, достаточно такое рейтинговое, серьезное место занимает наш восточный сосед, то есть Грузия,
по простому ведению бизнеса. Именно поэтому там, конечно, много претензий, кстати говоря, к грузинам, что касается и судебной системы, и не такой уж серьезной защищенности инвестора иностранного и так далее. Эти упреки, это все есть, замечания очень серьезные. Но вот говорят о простом ведении бизнеса. Мне кажется, что когда вот это имеется уже, инвестиционная деятельность тоже будет, наверное, более эффективной, да, когда инвестор знает, бизнесмен, там, скажем, той же России знает, что у нас все это сделать легко, все это просто, все не усложнено, ну, помимо всех других причин и так далее. Я уже не говорю о том, что он должен чувствовать, что он защищен в Абхазии нашим законодательством, нашей исполнительской культурой, вот, в целом правовым режимом и так далее. Это все важно. Но вот это само простое ведение бизнеса и так далее. Почему мы не можем этого добиться, скажите? Это разве не то, что мы могли бы сделать своими силами без финансовых даже Ну, об этом как вложений раз и так мы и далее? говорили. Да. Как раз об этом говорили. Это и Почему не административное можем регулирование, упростить это всё вот? современные информационные технологии, это понятные правила при оформлении сделок с недвижимостью, с землей. Это исключение кучи справок и оправданий относительно того, что нужно тот или иной документ получить или где-то зарегистрироваться. Там комплекс вопросов, который входит в единый формат, что называется предоставление госуслуги. И в этом смысле, конечно, мы и должны соответствующие мероприятия реализовывать для того, чтобы упростить людям жизнь, которые хотят здесь вкладывать деньги в экономику или в социальную сферу, там, неважно. Да, давайте Можно? попробуем немножко вот так вот обобщенно в том плане, чтобы как-то сократить, наверное, наше обсуждение, потому что времени ушло много. Мне кажется, что очень многие вопросы из этой темы вообще выпали, мы даже не дошли до многих важных, очень важных деталей. Ну, давайте попробуем все-таки сказать о барьерах, которые существуют для формирования инвестиционного благоприятного климата в Абхазии и о том, что может положительно повлиять на приток все-таки иностранного капитала. Вот страна прекрасная, да, во всех отношениях. Потенциал в плане, есть, ресурсы есть. Красота такая. Вот сейчас, вот в последнее время у нас очень много туристов, наши корреспонденты ездят везде и всюду. Во всех районах, кстати, они наблюдаются, туристы, мы их снимаем, и очень много положительных отзывов. Люди так отдыхают, люди счастливы и так далее. Ну, конечно, бывают случаи, когда люди здесь, пусть немного, но случаются трагические случаи и так далее, и вся страна практически начинает, вы знаете, переживать за то, что это произошло. Конечно, вот такие случаи, как что происходит с туристами, они, безусловно, влияют на всю страну в целом, на ее привлекательность, на наше гостеприимство и такое наше культурное состояние. Но здесь все-таки в основу, вот, по моему убеждению, лежит, естественно, правопорядок, то, как мы можем исполнять законы. И как бы мы ни говорили, вот связанные проблемы с банковского сектора, это, наверное, один из основных институтов, который предоставляет сам инструмент, то есть капитал для национального инвестора в создании каких-либо производств вообще в целом. А что касается иностранного инвестора, ну, здесь ряд факторов, вот и Кристина Константиновна их отмечала, это и правоприменительная практика, и то, что у нас есть недоработки в законодательной сфере. Необходимо все-таки чиновников ответственных, ну, так скажем, исполнителей, и людей, которые создают инвестиционный климат в стране, загнать такие условия, в которых программа или общая концепция обяжет их совершать последовательные действия для достижения этой цели. Я вынужден так глобально отвечать, не хочу какие-то такие прикладные вещи говорить, но без этого невозможно. Вот мы прожили много лет, все время каждый у нас политик в принципе ссылается на какую-то будущую программу, им в перспективе, которую он составит, и вот эта программа решит окажется, все вопросы.
будет такой панацеей по всем всех. социально-экономическим вопросам, но, к сожалению, мы вот сталкиваясь с нашей реальностью, или она настолько суровая, сделана из гранита, что мы не можем ее разломать, но нужна воля. И без этого, я думаю, все мои коллеги согласятся, что и парламент в данном случае, я знаю своих коллег, что они будут бесспорно содействовать в утверждении любых законопроектов, ведущих на привлекательность, на развитие нашей экономики. Нет такого непонимания. Вот я слышу в обществе, там по-разному характеризуют действия парламента. Бесспорно, мы члены своего общества, да, и из того, кто это общество, и в том числе состоит парламент. Бесспорно, мы все хотим жить хорошо, жить в достатке. Для этого каждый из нас, я думаю, приложит усилия в утверждении и написании необходимых законов для достижения инвестиционной Насколько привлекательности. важна подготовленность политической элиты, чиновничьей бюрократии к, скажем так, работе с инвесторами. Я почему этот вопрос задаю? В последние годы я понимаю, что пандемия и так далее, каждую копейку в стране приходится считать очень тяжело. Особенно не проворуешься. Сейчас тяжело воровать, кстати говоря. Я так думаю, не знаю, может, я ошибаюсь, но знаю, что одна из причин, почему бывает, что очень плохо с инвестициями, это коррумпированность государственных органов власти. Так говорят знающие люди, скажем, эксперты, экономисты и так далее. Вот, и не только экономисты, да. Но я знаю, что в последние годы были такие примеры, когда приезжали люди, бизнесмены, очень деловые люди с очень интересными идеями, скажем так, инвест-идеями люди приезжали, но дело в том, что они понимания не находили понимания. Очень часто даже чиновники не знали, о чем с ними надо говорить, как надо с ними говорят, и они вообще потрясенные тем, что они увидели, они возвращались. Это мне напоминает, знаете, какую ситуацию накануне развала Советского Союза, если не ошибаюсь, Киссинджер встречался с советской партийной элитой Горбачевской, и он с ними пообщался, он был в ужасе, с кем он вообще разговаривает, и бедная советская страна, кто руководит страной, что за элита и так далее, потому что такая полная деградация номенклатуры партийной была в это время. Да, у нас бывают периоды, когда несоответствие кадров, и чиновники не знаю, как работать с идеями, которые им, скажем, предложили. И вот эти идеи, ни одна идея не была и так далее. Поэтому, может быть, я ошибаюсь, но вряд ли подготовленность чиновников, политической элиты и так далее. Вот, ну, я просто опять не хочу возвращаться, к примеру, Сингапура, у нас и времени нет и так далее. Я просто помню из биографии Ли Куан Ю, когда, вот, скажем, он кого-то привлек, и маленький цех построили, и в этом цеху работает десяток человек, он был счастлив, как это было важно. Ведь для нас это тоже самое главное, это создание рабочих мест. Я не могу Мы просто, хотим. вот мне всегда так, когда приводят пример, особенно азиатские страны успешные, Ну да. там есть один существенный факт, от которого мы с вами, там есть серьезный репрессивный орган. Он называется государство. В Я не Абхазии вижу. государство не пока, репрессивное, ну, я в таком научном смысле имею в виду репрессивный орган, пока мы людей, наших граждан не привлечем к ответственности в исполнении законодательства, говорить о том, что у нас здесь нет Ли Куан Ю, я не хочу. У нас есть квалифицированные люди. Почему они не на местах? Потому что существует кумовство, существует определенное сложившееся годами взаимоотношение, наша преемственность и коммуникация. Да, Ее нарушить, ну мы вот здесь, я уже повторяюсь, наверное, нужна сумасшедшая воля. Вот обладатель такой воли наверняка был Ли Куан Ю. Я Ну, его вот- не вот- знал, но вот- то, что я вижу, да, это да. последствия его воли. Не что бы то иное. Он привлек специалистов, и все, что они делали, искусно были подготовленные люди, только после этого они смогли реализовать.
вся система работала на реализацию их идей. У нас, к сожалению, если Институт экономики сегодня прорабатывает какую-то программу, я представляю, с какими стенами приходится сталкиваться, чтобы хотя бы 20% задуманного реализовать, чтобы инвестора просто сохранить, не, как говорится, ну я лишнее не хочу говорить. Я хотела добавить. Давайте Наверное, приземлимся, да, давайте Да, приземлимся. Алла на галут. Да. Но, Батат Эдуардович, правда. Я в данном случае вообще не хотела о сингапурском чуде, мы это не обсуждаем. Я знаю свои особенности и так далее. Наши, когда сразу ссылаются прямолинейно, я сама это не поддерживаю. Да. Я не об этом говорю, о нем как об управленце. Он и руководитель Как страны, пример он лидер, того, как еще надо правильно. относиться, да, к да, определенным просто вещам. сколько внутреннего желания было, да, вот как человек этого хотел для того, чтобы вот хотел поднять страну, это важно. И каждая мелочь его радовала, это важно, потому что мы же прекрасно понимаем, что создание рабочих мест – это главнейший вопрос. Да. Какое количество людей в Абхазии сегодня сидит без работы? В селах вообще люди, помимо своих огородов, там каких-то фруктовых садов небольших, ничего другого не могут сделать, не могут просто сделать, потому что помочь им сегодня и государство тоже не в состоянии. Хотел бы привести вот такую вот ситуацию, когда в 2015-2016 годах мы разрабатывали специальную систему кредитования для среднего и малого предпринимательства. И вот тогда, хотя Национальный банк не обязан заниматься расчетом показателей залогов, процентных платежей, и мы вот сами вот ездили, мы на все объекты, вот, все заявки, которые подавались через Национальный банк, мы на все вот эти объекты мы ездили, оценивали. Был тогда довольно-таки консервативный подход, но результатом оказалось то, что все вот кредиты, полученные под льготный процент, они были возвращены. Да, были какие-то пролонгации, местами просрочки, но они были возвращены. Около 200 с лишним миллионов вот было потрачено на вот кредитование среднего и малого предпринимательства. И вы все вернули. Да, все кредиты были возвращены. Все кредиты были возвращены. И там была торговая программа. И в чем причина? Во-первых, был льготный процент. Там на сельское хозяйство 6%, на другие проекты только можно 12%. Да. Сейчас таких Да, Естественно, Для небольшой были категории людей, прекрасные наверное, условия. это было возможно. Для небольшой категории людей. Вот к тому, что если ответственно подходить к какому-то мероприятию, к делу, то будут результаты. И, естественно, уже все было озвучено, что нужен комплексный подход, всесторонний. Только так, больше никак. Я скажу конкретно, что сейчас правительство делает значит, для решения тех вопросов, которые мы сегодня озвучивали. Есть комплекс задач, которые поставил президент перед правительством, и, соответственно, значит, этим поручением мы сейчас реализуем следующие мероприятия. Значит, первое, что хочу сказать, это то, что, с чего мы начали, да, по созданию соответствующих правовых условий. Сейчас формируется дорожная карта по модернизации и реновации инвестиционного законодательства, которая как раз-таки будет учитывать те пробелы, которые имеются. Соответственно, в течение 2021-2022 года эти мероприятия у нас будут реализованы. Что касается правовых отношений в сфере землепользования и арендных отношений. Значит, в данном случае, просто дам небольшую справочку, что с 2010 года была начата реализация программы по формированию автоматизированной системы учета объектов недвижимости, но она какое-то время была приостановлена. Мы сейчас реанимировали данный процесс. Могу сказать, что процесс сейчас в очень активной фазе, и до конца 2022 года фактически мы основную часть мероприятий завершим. Следующее направление, которым мы сейчас активно занимаемся и уже ведем очень серьезную работу по цифровизации государственных услуг. Мы будем проводить соответствующую реформу. Сейчас проводим консультации с профильными ведомствами российской стороны об оказании соответствующей поддержки. Я в завершении как раз приведу результаты, как сами предприниматели в Абхазии, мы проводили социологический опрос, как они ответили, какие факторы им мешают для привлечения инвестиций. Вот Вот это я интересно, да. 4 первые, что занимает первые позиции.
это обеспечение безопасности бизнеса. Здесь это сегодня звучало, но вот видите, как совпадает. Значит, второе — политическая стабильность. Третье — это финансовые риски. И на четвертой позиции условия кредитования. Вот как обозначили, и это в принципе есть ответ, что надо делать в этом направлении. Потому что именно предпринимательское сообщество, они знают эту проблему через себя, и поэтому, если пойдем вот по этим направлениям, в первую очередь это безопасность ведения бизнеса и политическая стабильность, это, на наш взгляд, очень важно и для внешних инвесторов. И вот эти шумные, скандальные, печальные истории, которые связаны с инвесторами, это «Континент», это Гудоутский завод, это убийство, конечно, они, какие бы программы ни писали и какие бы мы Они условия отталкивают Они будут от нашего очень они фон создают портить, конечно. страшный Да. фон, да, и это очень портит имидж республики, и в том числе инвестиционный. Говорят же, вот бизнес любит тишину и порядок, то есть должны быть общие правила, понятные и доступные. Спасибо большое. Игорь, есть Ну что вот по сказать? поводу этого хотелось бы сказать, что иногда средства массовой информации некоторые, если бы могли бы как-то резюмировать такие вот события, да, как убийства и так далее, вот выносятся это вот 10, там, не знаю, 12 разбитыми вот такими новостями, где можно было бы просто ограничиться одной. Это создает негативный фон, естественно. Надо создавать какие-то условия, чтобы можно, вот, даже в интернете, если мы в поиске сейчас введем что-нибудь связанное с Абхазией, то, естественно, ничего приятного мы тут не увидим. Будут, естественно, какие-то моменты явно негативные. Вот. Ну, по поводу кредитования, наверное, все. Для того, чтобы банки наши смогли кредитовать под приемлемый процент, должны быть кредитные ресурсы. То есть те суммы, которые банк сможет вкладывать в экономику. Соответственно, должны быть, чтобы они были дешевыми, это должны быть желательно остатки на текущих счетах организации ИП и физлиц. Для этого, соответственно, должна быть развита экономика. То есть это вот, знаете, такое связано между собой. С одной стороны, экономика нуждается в сильном банковском секторе, а с другой стороны, и банковский сектор нуждается в качественных и заемщиках, соответственно, и просто клиентах. Ну, соответственно, при условии, что эти деньги будут работать, а не так, как они сегодня, грубо говоря, да, там, с учетом сложившейся ситуации, работают на 25%. Ну, потому что, да, Вот в видите, принципе, Ирина проходить Шатовна, в целом извините, не через для банковскую камеры. систему Вот Абхазии, опять, что так делает отсутствие Да. программы. Видите, одно учреждение в лице Нацбанка или Сбербанка могут принимать такие решения, и они не согласованы ни с кем. Допустим, ни с какими ведомствами, ни с правительством. То есть вот что такое вот это мясничество. Это принято говорить, но от этого не уйдешь. В теории, по крайней мере, есть определенный объем денег, необходимый в обращении, Ирина Шотовна. Национальный банк с учетом этого должен заниматься эмиссией. В данном случае мы в рублевой зоне находясь, мы не можем насытить экономику деньгами. лишь если только за совсем счет экспорта, Ну в да, данном за счет случае, экспорта да. и за счет... А экспорт у нас, А у к нас сожалению, импорт 20 по-моему, миллиардов, а экспорт отрицательное сальдо. 7. А это что означает? То есть без дотаций, субсидий, субвенций Российской Федерации, то есть те деньги наличные, которые они нам дают, мы фактически вымываем отсюда всю наличность, все возможности свои. У нас в этой программе нет цензуры. Никто никому ничего не запрещает. Если вы попросите, мы можем, конечно, удалить во время монтажа какие-то моменты, а вот так вот вы можете говорить обо всех проблемах. Слава Богу, сегодня нам никто не мешает делать такой эфир. Сложная проблема. На какие-то вопросы мы, конечно, успели ответить, на многие вопросы детально мы, конечно, не смогли. Но у меня создается такое впечатление, что из того, что вы сказали, я делаю, наверное, эти выводы. Многие вопросы мы можем решить своими силами. Как ни странно, да. именно своими силами. Я понимаю, когда есть очень серьезные вопросы, которые зависят не от нас, зависят и
от Российской Федерации, нашего стратегического союзника и партнера, зависит от геополитической ситуации, в которой мы пребываем, как она меняется и так далее. Очень много факторов, но мы можем многие вопросы собственными силами решать, и обидно, если мы этого не делаем. Не можем упустить Да. ситуацию уже дальше. Надеюсь на то, что все же мы обречены многие вопросы решать собственными силами. Иначе все, что мы делали все это время, все было напрасно. В начале нашей передачи я говорила, что вода камень точит. Надеюсь, что эта народная мудрость будет работать и в наших условиях, и в нашем контексте, в теме, которую мы сегодня с вами обсуждали. И это была Аргама. Спасибо вам большое. Не игнорируйте реальность, которую навязывает нам коронавирус. До свидания.